согласительных комиссиях, к сожалению, понимания вот даже наших депутатов мы не могли находить. Не могли, всегда мы оказывались в меньшинстве. И в этом году даже, вот, как мы говорили, отдельной строкой бюджета мы выделяли на выполнение закона языка, в этом году всего 150 тысяч оставили. Хотя эта строка была где-то около 1000, там, миллиард, мы обычно штабными деньгами говорили. И сегодня это тоже, конечно, это я считаю, прежде всего, значит, Государственный совет должен при принятии решения на это должен был реагировать. Потому что языки – это государственная политика. Государственная политика она не может обеспечить это безденежье. И, значит, то, что по переводу, я конкретно коротко буду говорить, значит, по переводу, это чисто технический вопрос. Чисто технический вопрос, который просто организационно надо решать. Есть, может быть, комиссию, мы сегодня, конечно, Институт гуманитарных наук определили, значит, для перевода каких-то названий, там, наименований предприятий. Значит, это чисто технический вопрос, который можно решить, мне кажется, Анатолий Иванович. Значит, качество учебников. Абсолютно согласен. Просто иногда просто учителя сами говорят, ну никуда не годится, потому что показывали такие рисунки, что действительно. И с этим тоже, конечно, должна быть какая-то государственная программа, и в этом, мне кажется, очень, действительно, мы, вот, наши ученые, все-таки сегодня не дорабатывают, очень не дорабатывают, это очень даже больно, к сожалению. И сами учителя, фактически, многие переписывают конспекты, тех, кто учителя сами там разрабатывают, и таких-то вот, такими тетрадями и занимаются в школах, потому что некоторые совершенно не подготовлены, значит, к учебе. Ну, вот коротко, если бы я хотел сказать. Ну, дальше вот, если что сказать, вот о чем мы хотели говорить, постоянно говорим, но я немножко дальше иду. По оформлению там вывесок, там, других. Что тут, вот, Анатолий Александрович, мешает? Вот это мне удивляет вообще. Вот у нас был, конечно, мы обсудили, к нам письмо по Тимофееву там прислали, обсудили там действительно, скандал возник. Из-за чего? Потом он говорил, конечно, мы не одобрили его, так сказали. Но ведь есть закон, где, вот здесь закон языка написан, здесь вообще конкретно написано. Просто ничего никуда не надо читать, просто прочитать его надо выполнять. Я когда пришел, тоже вот отдел по оформлению тогда, да, ведь, мне тоже объяснили, а вот так некрасиво получается, вот так-то не так. Ну давайте, раз есть закон, давайте изменяйте его. Давайте изменим его, выйдет там, я не знаю, но нормально же там написано. И сегодня фактически они не соответствуют. Многие, в соответствии с нашим законом, принято дополнение к этому закону, вы знаете, там штрафные санкции идут. Но ведь мы никто, мы хотя говорили об этом, что 1-2 раза какого-то руководителя наказать надо, именно на суде разобраться. Пусть почему закон не выполняется, вот какое-то предприятие. Это тоже чисто технический вопрос. Если бы службы городские, значит, нормально требовали чисто по закону, все это было бы нормально и красиво. Я уверен. А сегодня, получается, один человек считает, что это не так, хотя это коллегиально принято. В конце концов, депутаты всего, значит, приняли его. Значит, и человек меняет этот закон по-своему. Так вот, это тоже никуда, по-моему, не годится. И, ну, последнее, что, значит, хотел бы сказать, значит, по оформлению вот, тоже города. Я, например, согласен, прекрасно, Анатолий, действительно, мы тоже, вот сейчас, сегодня Башкирия, вчера у меня с Ленинграда были, практически ежедневно у нас приезжают, сейчас вот как-то связи наладились, они даже экономически не просят там связи наладить, там вот, сегодня только сидели мы с башкирской делегацией, значит, они приходят сюда, в общем-то, говорят, вот день города провели, значит, или день республики проводим, но им недостаточно того, чтобы именно это в русском каком-то оформлении было. Чувашский стиль там должен проходить, потому что республика это национальная. Это всем понятно, в принципе, все это понимаем. Мне кажется, просто это недоработка не Анатолия Александровича там, это просто наша с вами общая какая-то аппарат или что-то такое. Вот говорят, ну ничего мы не увидели своего. И в оформлении города тоже. Я понимаю, европейский стиль, все прекрасно, красиво, нормально. Но когда люди приходят в нашу республику, они хотят видеть свой еще, вот этот какой-то исторический стиль небольшой. Вот его же можно даже с этими же, мне кажется, так что с современным оформлением можно все это сделать. И даже дома там по-другому, там проекты, все это. Если свой вид будет города, не так, как, чтобы Горький пошел, чтобы Чебоксары, они одинаковы. К нам будут тянуться даже туристы.
Это действительно, ну, конечно, это большая задача, может быть, я мечтаю, но мне хотелось бы его видеть, свой стиль, свой национальный стиль, историю своего народа. Она богатая, к сожалению, мы его не имеем тоже. И вот, ну вот о чем я хотел сказать, что забыл я сказать, что мы все-таки тоже, для того, чтобы ввести в школах вот эту целенаправленную школу, очень трудно было. Сначала возмущались родители, ведь все успокоились, нормально все дело пошло вроде бы. Нормально пошло. Заместители ввели там. Я понимаю, с деньгами все это связано. И мы его сократили тоже. Вот. Конечно, проблема здесь есть, наверное. Но вот когда они были, они же вот это контролировали в каждой школе. Они чувствовали свою ответственность, чтобы как-то его по-человечески вести там, чтобы не шаляй валять, как у нас обычно делается в уроках. Вот, да, по кадрам учителей чувашского языка тоже надо сказать, что некоторые вообще, к сожалению, они, наверное, к аттестации не подлежат. Вот. Ну, я коротко вот это хотел, потому что мои там, коллеги, может быть, скажут еще. Спасибо. Пожалуйста. Простите, пожалуйста, уважаемый председатель Чувашского национального конгресса, вы не представились, а я, к сожалению, вас не знаю. Депутат городского собрания Буракова Валентина Петровна. Я надеюсь, что вы оговорились, говоря о том, что когда заместители по изучению чувашского языка были в школах, было больше, так сказать, порядка в изучении. Они есть, их никто еще не сократил. Я думаю, что вы должны были бы это знать, готовясь к сегодняшней встрече. Ну, я не в порядке, если позволить, так это будет удобнее, наверное, вести все-таки разговор, у нас будет, видимо, Евгений Николаевич. Я не совсем с вами могу согласиться в плане, здесь вот присутствует министр культуры и все те, которые занимаются так или иначе облагораживанием города, подготовки к национальному колориту, мы максимально, что можем, даже больше того. И если я не приемлю даже замечание в тот адрес, что когда проводится День государственности, День города, сегодня недостаточно того, что подтверждает, что мы проводим мероприятие в столице Чувашской Республики. Тогда позвольте, я хотел бы услышать, а что вы предполагаете тогда в этом плане? Давайте предложения. Если они не абсурдны, если они носят действительно конструктивный характер, я готов. Аншлаги пишутся на чувашском и на русских языках. Все оформление, так называемое понятие край 100 тысяч вышивка, мы максимально стараемся световому его изображать. Везде по всему городу делаем так. Максимально приблизили, максимально, если вы заметили, если не заметили, вся обслуга, торговля, все идет только в национальном костюмах, идет это торговля. Там где уместно, если она не уместна, извините меня, так, какой смысл просто самих себя, так, ну, перекрасить улицу, я ее не смогу в национальные цвета, потому что это будет еще хуже, будет это навредит, и люди будут просто смеяться. Поэтому я готов еще выслушать конструктивно. У нас здесь главный архитектор присутствует, так и так далее. Мы ведь не просто так сидим сегодня и просматриваем, то ли на заседании правительства при подготовке ко Дню государственности, там же все время задают вопрос, или президент, или глава правительства, что нужно, что нужно, что нужно. Я же все время участвую в этом конкретно. В этом плане, в общем-то, как-то вроде, ну вот так и так. Если есть действительно интересное, что вы предлагаете, давайте мы сегодня сделаем. Но опять же надо соизмерять сегодня возможностях. Если сегодня очень сложно предпринимателя, как говорится, у нас нагнуть для того, чтобы он выполнил рекламу, ту, которую мы предполагаем, но мы заставляем их делать. Это, в общем-то, так одним махом его не сделаешь. Это, по сути дела, повседневная борьба. Сегодня присутствует такое качество, тут надо... Что мне стоило? В принципе, я ни одной из вас сидящих здесь поддержки не получил. Заменить так называемые вот эти чипки и все прочее на нормальные, современные, которые достойны столицы Чувашской Республики, павильоны, так. Чего это мне стоило? Лично мне. Ведь в основном только меня вот долбили, потому что он там зажимает. И все пытались увязать. И я знаю, что выступали отдельные, предыдущего созыва лидера ЧНК, когда вот на площади в позапрошлом году на ЖД вокзала, когда мы там навести порядок пытались. Как там преподнесли? Увязали даже наведение элементарного порядка с пресловутым национальным вопросом. Увязали. Разве этого не было, Геннадий Николаевич? Но меня интересует вот, если вы говорите, это очень близкий, такой сильный аншлаг. Чувашский язык опять лишний. Так ли надо относиться к родному в родной столице, к родному языку? Ведь это язык, это очень мощный данный, как мне в четверг один человек сказал. Анатолий Александрович, кто будет проверять? Главное дать аншлаг. Мощно и сильно. Тем более эти газеты, вот я сегодня прочитал, советской Чуваши, они идут таким мощным тиражом, или в первую очередь обеспечиваются Санкт-Петербург, Москву и так далее. И там говорят, смотрите, там какой бестолковый мэр-то,
Понимаете, зажимает всех язык сам. Дальше уже не изучается ситуация. Это очень много. Везде подписано, с вашего видео, пресс-центр Чувашского национального конгресса. А шлак мощи дал. Чувашский язык опять лишний. Пожалуйста. Я пенсионер. Вы давайте так, вам удобнее будет, наверное, Ничего. 40 лет тому назад закончил пединститут, выехал за пределы Чувашии, где и поработал. Борис Тихонов. Но я свой родной язык не забывал. Открыл педкласс в школе-интернате в Стерлитамаке. Чувашское отделение педучилища в Стерлитамаке. В Казани чувашское отделение при Государственном педагогическом институте. Я национальные отношения очень хорошо понимаю и знаю. Знаю национальные отношения между татарами, башкирами и чувашами. И, кстати сказать, во многих школах чувашских, башкирий, скажем, в Месселях, Бишкаине, классы чувашского языка и литературы намного лучше, чем в Чебоксарах. Хотя мне говорят, что имеются завучи по чувашскому языку и литературе. То, что могу сказать и в Казани. Даже там в церкви служба ведется на чувашском языке. Башкиры 23% башкир, но знание башкирского языка считается престижным. И не столько престижным, но буквально, значит, это признаком хорошего тона. Ну и я, не обижайтесь, пожалуйста, знаешь, был Руч, украинец по национальности, заседание исполкома в Стерлитамаке вел на башкирском языке. Татарин там сейчас, Спартак Галеев сегодня, и то ведет на башкирском языке. Это не в этом смысле говорю, не так поймите меня. Но там, и в Башкирии, и Татарии, у чуваш тяготение русских, у русских тяготение чуваш. Когда я вернулся, знаешь, сюда, в Чебоксарах, понял обратное. Какой-то, понимаете, отчужденность между русскими и чувашами. С обоих сторон. В Казани этого нет, у Уфе этого нет. Меня это удивляет и поражает. И когда заговоришь по-чувашски, хотя бы Министерству просвещения, и то секретарь министра смотрит на тебя как волчиха. Как будто, знаешь, это случайно забравшийся, это министерство. Это меня глубоко оскорбило, прямо скажем. Что я хочу сказать? Там, например, в Татарстане чувашский язык ведется 4 часа. За счет чего? 2 часа за счет татарского языка. Ибо все чуваши, Татарстан, так и Башкортостана прекрасно знают татарский язык. И характерная черта. Мне приходилось заходить и министрами, и другим руководителям Татарстана и Башкортостана. Я специально готовил несколько предложений на башкирском и на татарском. Найдешь общий язык. Дело сделать намного легче. Ну и в этом смысле, что бы я предложил? Например, в Татарстане перед началом нового учебного года издается каждому первокласснику, дается одна маленькая, дешевенькая книжечка, скажем, на русском языке, на татарском, на марийском, на мордовском и на чувашском. И одно предисловие Шаймиева в свое время я перевел на чувашский язык. Мне кажется, вам тоже, дорогой мэр, вот перед началом этого учебного года найти каким-то образом такие-то деньги и издать для первоклассников нашего города Чебоксары такой, я бы сказал, книжку. Ну, что касается сокращений, я не берусь судить. Я, конечно, знаю, несколько солидарным мерам, когда его заставляют его администрацию сокращать, найти деньги. Как найти, я подсказать не могу. Но для того, чтобы пополнить эти чувашские библиотеки, я с удовольствием предложил бы обратиться в школы Татарстана, Башкортостана, чувашские школы. Может быть, они поделятся со своими книгами. Но отношение к чувашскому языку я хотел бы, значит, лишь такой пример привести. Общегородского масштаба. Это уже можно было без всяких денег решить. Вот такой Буко Чувашия, знаешь, объявление напечатала. На надписи на чувашском языке, чувашскому пиву. Конкурс провели. Захудалый поговорку привели, он первое место занял. Кстати, туда же присвоил я свои надписи, афоризмы. Их напечатал в журнале, то есть в газете «Хыбар». Послал туда. Абсолютно не обратили внимания. И что же получилось в конце концов? На это обратил внимание в Казани. Там Миров сеть чувашской передачи ведет.
договорился с Казанским пивзаводом. Они вот чувашские пиво этикетки хотят напечатать в Казани. Ну, это куда годится? Казанское пиво будем пить от Урмар до Казани и до Москвы. Малюсенький, знаешь, таким образом пример. Мне кажется, надо все-таки принять какие-то кардинальные меры, чтобы престиж чувашского языка увеличить. И в конце концов, дорога к храму, конечно, у нас хорошая. Но когда в этом храме предается забвению язык народа, на котором стоит этот храм, но это, по-моему, не совсем хорошо. Спасибо, Борис Иванович. Ну, сейчас я представлялся. Я, конечно, просто вам могу пообещать встречу с владыкой. Для меня, в общем-то, тоже неожиданно было, что культовые эти самые ведутся только на языке. Я не готов ответить, насколько сегодня. Если вы встречались, вот, представители Национального конгресса с владыкой, я бы хотел знать, что он ответил вам в этом плане, если вы встречались. Потому что я вам записался, я обязательно с ним встречусь и получу ответ. Потому что, ну, насколько я знаю, в Веденском соборе велась там служба один раз на русском какое-то время на чувашском языке. Если она сегодня напрочь это отменена, для меня это, в общем-то, неожиданно. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, Ахладван Землю, Дарсем. По этому вопросу, видимо, я имею полное право говорить о следующем. Дело в том, что, о чем мы сегодня говорим, здесь есть и болезни роста, здесь есть вопросы недопонимания. В принципе, чебоксары в этом вопросе выступили авангардом в этом вопросе. Это было при мне, когда я был депутатом, председателем комиссии по культуре и образованию. С нуля начали. С нуля. Давайте, в первую очередь, одобрим то, что начали, взяли старт хорошо. Была одна учительница чувашского языка в Чебоксарах, теперь их 400. Это уже хорошо. Не было заместителя директора по чувашскому языку и культуре. Есть. Это хорошо. В городе много делается для того, чтобы школы, материальная база школы, то есть надо увязать это комплексно, рассматривать эти вопросы. Не надо замыкаться только тем, а вот строятся новые школы, база, материальная база, все это выступает в комплексе. Мы очень обрадовались в свое время, что городская школа наконец-то станет как бы, ну, базой для формирования качественно новой молодежи, любящей свою культуру, свою республику, свой язык. Ибо вклад городских школ в развитие национальной культуры ничтожен был раньше. Ни один писатель, ни один художник, ни один композитор, ни один режиссер, ни один артист не воспитан школами города для чувашской культуры. Вот к чему мы пришли. Спасибо истории, спасибо тем событиям, что мы получили хотя бы микропорцию демократического дыхания. Вот это и позволило. Если бы курс партии, курс обкома шел бы прежним путем, сегодня ни одного разговора такого быть не могло бы сегодня. Ни одного преподавателя не стали бы готовить в институтах, вузах. Ни о каких газетах на чувашском языке речи не могло бы, они бы все уже. Но мы сделали поворот в лучшую сторону. Речь должна идти не о остановке, не о отступлении, а наращивании. Как говорят в искусстве, на крещендо должна идти. Иначе и быть не может. Вы не... Вот, становимся мы ли депутатом, министром, мэром, мы должны помнить одно. Чебоксары – единственный город в Российской Федерации, где около 80% живут представители коренного населения. Не обижайтесь, даже здесь русские с чувашскими лицами. Помните? Вот в этом смысле каждый общественный деятель, каждый депутат, каждый секретарь, каждый заместитель депутата, каждый заместитель мэра берет на себя именно такую функцию, обязанность. Здесь никакой речи быть не может в другом ключе. И когда говорят, что где были представители Национального конгресса, скажем,
при формировании бюджета и так далее. А у кого из депутатов болела душа? Кто вот открыто выступил в этом плане? Мы это не чувствуем. И среди депутатов городского собрания, и среди депутатов Государственного совета таких патриотов, таких вот мыслящих вот такими масштабами маловато. Маловато. Конечно, Анатолий Александрович сегодня было бы куда приятнее. Вот столько бизнесменов сидели здесь, столько бы миллионеров сидели здесь. Конечно, ему было очень приятно. Мы, конечно, ничего такого дать не можем. Но мы можем только говорить о духовности в данном случае. О духовности. Но не только говорить, но и в какой-то степени определить эту духовность. Поэтому мы говорим, роль городских школ в развитии национальной культуры должна быть на новом качественном уровне. 80% учащихся школ – это чувашские дети. Это уже изучено и наблюдение. То, что вот их родители и предшественники наши с вами, мы сейчас разглядываемся, вот до нас, вот, чем занимались наши руководители. Вот, мы разглядываемся, мы сейчас взяли на себя такую тяжесть, которую просто объяснить трудно. Вот, потому что довели до одной учительницы в Чебоксарах. Вот какова политика была. Конечно, мэру сегодня трудно. Он ищет и поддержки, и моральной, и материальной, может быть. Надеяться, конечно, на правительство нашей республики трудно вам будет, Анатолий Александрович. Ибо они только и смотрят в сторону города, ибо чтобы наши предприятия, бюджет республиканский, вот этот, вот как бы, вот города прямо, вот, от них ждать, конечно, милости практически невозможно. Это вы лучше меня знаете. Поэтому, я думаю, город сам по себе должен быть еще сильнее, мощнее, и город он сам должен выступить, что мы столица национального государства, мы столица республики, мы лицо нации, на нас смотрит Чувашия от Саратова до Чебоксара, от Пензы до Башкортостана, вся огромная территория на нас смотрит, на Чебоксары. И вы город, мэр города не только Чебоксар, мэр города всех Чувашей, в принципе, вот так вопрос выглядит. Вот поэтому я должен сказать, что вы, конечно, ношу тяжелую на себя взяли. Преподавание чувашского языка в городских школах должна поощряться по всем направлениям, и материально, и морально. О сокращении речи не должно быть. Заведующий отделом культуры, образования не выступил открыто, не объяснил это дело. Надо открыто выступать в печати, в радио, телевидении, что хоть так ничего этого не будет. Надо говорить. А молчком молчите неделю, молчите 2 недели, месяц, тогда, конечно, слухи пойдут. Надо вовремя реагировать на такие вещи со стороны работников администрации города. Не сидеть, не молчать. Методы работы, вот, потом, Анатолий Александрович, я вам скажу. У вас советчики иногда вас подводят. Прямо скажу, подводят. Вы по душе своей, вы Игумновых мы давно знаем. Игумновы решали многие вопросы Чебоксар еще в 19 веке. Ваши предки дружили хорошо с Ефремовыми. Мы это все знаем, потому что это не уважаемые люди. Поэтому за город вы болеете, вы очень много делаете, мы это видим, радуемся успехам. Но в то же время в отсутствие около вас мудрых людей, опытных людей, людей, знающих историю, культуры, маловато. Маловато. И вообще какая-то пошла такая тенденция, что одними-двумя представителями чувашской национальности в этих вопросах, конечно, многого не сделаешь, конечно. Вот нужны такие, которые немножко вот и правильно направляли, и бумажки хорошо подготовили. А то иногда, получается, так, видимо, вас иногда и подводят немножко. Вот. Заместителя директора по чувашскому языку и культуре надо сохранить любым способом. И наоборот. Любого можно сократить. Этого заместителя надо оставить, менять в обязанность как куратор по гуманитарным предметам. Способны эти люди. Иначе школы и мыслить нельзя. Школа и родной язык, школа и материнский язык – это два понятия совершенно идентичные. Что за школа без материнского языка? Нет ее практически на свете. Для французов французская дорога, для японцев японская школа дорога. И мы здесь должны подходить к этому. Чебоксары – это такая же столица, как для французов Париж. Предмет истории и культуры родного края должна быть расширена историческими сведениями о Чебоксарах. Недавно вы выступили по радио, где вы очень хорошую идею высказали, что наши дети не знают историю Чебоксар. Мало сведений, но предмет отдельно не нужно, чебоксароведение.
А вот усилив, расширив предмет истории и культуры родного края, мне кажется, этот блок нужно дать очень хорошо. Чебоксары – интереснейший город с богатой историей. Следующий момент. О национальном облике города, конечно, сказали. Абсолютно солидарен. И плакаты, вывески. Сейчас очень хорошо, что с одной стороны на русском языке, на другом на чувашском языке. Архитектурные элементы национальные. Здесь, конечно, наши архитекторы, прямо скажу, не дорабатывают. Ну и, конечно, друзья, мы должны любить свой родной город. Любить свой родной город. Надо с детства воспитывать любовь к родному городу. Поэтому нужны и символы свои, как бы поднимать авторитет. И флаг, и герб. Гимна нет. У Москвы гимн есть. У Санкт-Петербурга гимн есть. У нас тоже есть гимн. Но городское собрание, это что за собрание? Что за патриоты? Гимн не могут утвердить. Уже исполняется, уже текст на русском чувашском языке, можно сказать, сильнее гимна республиканского, в принципе, как в гимническом стиле написано. Вот. И этого не можете вы делать, депутаты. Вот и просто я удивляюсь. И даже не приглашаете тех людей, которые в этих вопросах более осведомлены и разбираются. И последние наши, конечно, друзья. Я прошу внимания, пожалуйста. Друзья, кому скучно, пожалуйста. Кому скучно, кого это не задевает.